Кыргызстан и Китай будут дальше углублять всеобъемлющее стратегическое партнерство. Увеличится объем экспорта кыргызстанского агропродукта, упростится процедура торговли между странами. Кыргызстан будет перенимать опыт у Китая в сфере искусственного интеллекта и не только. Это то, о чем договорились лидеры Садыр Джапаров и Си Цзиньпинь в рамках госвизита президента в Китай. Визит начался официально 5 февраля. Делегация из Кыргызстана во главе с президентом Садыром Джапаровым прибыла в Пекин 4 февраля вечером. В международном аэропорту Чжоуду кыргызстанскую сторону официальные лица Китая встретили со всеми почестями. Официальные встречи и переговоры прошли в Доме народных собраний Китая. Государственный визит на языке большой политики – это наивысший уровень встречи. Он стал важной вехой на пути углубления стратегического партнерства двух государств. В ходе протокольной части состоялось совместное фотографирование лидеров, были исполнены гимны обеих стран. Собственно, это символизирует взаимное уважение и традиционное начало дипломатического диалога. Далее, после протокольных церемоний, Садыр Джапаров и Си Цзиньпинь прошли в зал заседаний для проведения переговоров. Лидеры двух стран выразили желание и дальше углублять всестороннее и равноправное сотрудничество. Стороны высоко оценили результаты развития двусторонних отношений в последние годы. Проведено множество визитов и совместных мероприятий на уровне глав парламентов, правительств и министерств. Отдельно хочу отметить успешное межрегиональное сотрудничество. За последнее время Кыргызстан посетили руководители провинций Шандунь, Шэньси, Цинхай и Суан и установили личные отношения с главами наших областей. Президент Садыр Джапаров стал первым иностранным лидером, которого официальный Пекин принимает в дни праздника весны. Лидер Китая отметил, что Китай и Кыргызстан объединяют не только прочные связи, но и тесное сближение народов. Глава государства также провел встречу с премьером Госсовета Китая Ли Цзяном. Тепло поприветствовав главу нашего государства, Ли Цзян отметил важность этой встречи для дальнейшего укрепления кыргызско-китайских отношений. Садыр Джапаров выразил признательность за теплый прием. Он остановился на достижениях в сотрудничестве. Самое главное, за 3 года с момента первого визита президента Садыра Джапарова стороны вывели двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Приятно отметить, что национальная программа развития нашего государства также созвучна с инициативой «Один пояс, один путь». Мы видим в ней огромные возможности не только для развития торговли, строительства, инфраструктуры и инвестиций. По моему мнению, это китайский вариант восточной мудрости для мирового сообщества на основе равноправного и взаимовыгодного партнерства. Мы восхищаемся успехами Китая в создании самой передовой экономики, основанной на инновациях и знаниях. Наполнить визит конкретными договоренностями заинтересованы обе стороны. Это подтверждает подписание ряда документов в рамках визита, согласно которому Китай и Кыргызстан углубят всеобъемлющее стратегическое партнерство. Кыргызстан и Китай договорились развивать экономический сектор, реализовывая совместные программы. Впереди много работы, стороны должны выработать общие подходы. Соответствующий документ подписали Министерство экономики нашей страны и Госкомитет по развитию и реформе Китая. Прокладывает основы сотрудничества между двумя ведомствами по вопросам разработки реформ и стратегических документов. Китай на данный момент сохраняет свои лидирующие позиции основного торгово-экономического партнера Кыргызской Республики. Вопросы торгового оборота, если так
вкратце рассказать, то торговый оборот с 2021 года увеличился в кратных категориях, то есть в 3 раза увеличился. В рамках меморандума также стороны будут перенимать опыт друг у друга и проходить повышение квалификации. Другим документом, который будет усиливать экономическое сотрудничество двух стран, это меморандум об облегчении групповых туристических поездок двух стран. Кроме того, Министерство экономики Кыргызстана и Министерство коммерции Китая будут вести переговоры по соглашению о торговле услугами и инвестициях. Было проработано подписание совместного заявления между Министерством коммерции Китайской Народной Республики и Министерством экономики. Данное совместное заявление подразумевает начало работы по налаживанию работы в сфере инвестиций и торговли услугами. Подписана программа развития между двумя странами в рамках инициативы «Один пояс, один путь», которая подразумевает развитие во всех спектрах направления. Это и культурно-гуманитарное, и энергетическое направление, которое в общем и целом будет тоже увеличивать наши торгово-экономические отношения. Согласно подписанным протоколам, увеличится объем и количество агропродукта, который будет экспортироваться в Китай. В этом направлении в Кыргызстан будет построен специальный надзорный склад. Наша сельхозпродукция еще будет увеличиваться, через этот надзорный склад будет проходить на экспорт в Китайскую Народную Республику. Также у нас еще, как вы знаете, открылся 3-й пункт перехода, это Бидель. Там мы тоже будем значит, пропускать наши все товары, так же, как и с Китайской Народной Республики будет проходить товары, также и с нашей стороны будет проходить с Аксуйской провинции, с Китайской Народной Республики, это 500 километров уменьшается дорога и на 10 часов сокращается по времени. Стратегические партнеры договорились создать механизм стратегического диалога на уровне Министерств иностранных дел двух стран. Теперь в условиях современных вызовов и угроз внешнеполитические ведомства будут вести тесную работу. В рамках этого документа мы можем обсудить разные вопросы, тем более сейчас очень идут большие давления со стороны разных государств, идет санкции. И в рамках такой геополитической сложной ситуации мы, 2 Министерства иностранных дел, можем обсуждать все вопросы, касающиеся жизнедеятельности двух стран, в том числе и международную повестку дня. Китай и Кыргызстан будут вести совместную работу также в сферах развития цифровой экономики и искусственного интеллекта. Интеллект по модели обучения должен более точно помогать населению решать проблемы именно социального характера. Касательно второго вопроса цифровой экономики, здесь сейчас в тренде блокчейн-технологии, где мы применяем именно эту технологию для того, чтобы защитить информацию, экономическую информацию, финансовую информацию всего населения. Экономисты отмечают, что, подписав эти документы, стратегические партнеры Кыргызстан и Китай выразили готовность вкладывать свои ресурсы в общее будущее, тем самым создавая новые возможности для бизнеса и инвестиций. В любой сфере, особенно когда касается экономического роста, она не должна останавливаться, она должна идти с ногу со временем и при этом применять лучшие практики. Китай наш сосед большой, где больше возможностей, больше ресурсов, и мы должны перенимать их опыт по проведению реформы в экономике, в первую очередь это в аграрном секторе, который уже они успешно провели, и на сегодняшний день они пожинают плоды. Вот мы имеем инвесторов. Инвестиции – это новые рабочие места, новые продукции и так далее. Это же очень, так как говорится, актуально, тем более, как говорится, ресурсы на дороге не валяются, надо за ними бегать, а тут, пожалуйста, вот на уровне глав государства это высказывается поддержка бизнесменов и так далее. Экономика будет развиваться. Если мы будем развивать энергетику, будут развиваться другие отрасли, которые от этого зависят. Если будет сельское хозяйство, да, например, связь с туризмом, например. Это по счету второй государственный визит главы государства Садыра Жапарова в Поднебесную. Из года в год подобные встречи и переговоры на разных уровнях подталкивают к развитию экономического сотрудничества
К примеру, если взять последние 3 года, то объем товарооборота вырос в 3 раза. Это говорит о тесном партнерстве двух стратегических партнеров. Китай – крупнейший торговый партнер Кыргызстана. За период с 2019 по 2023 годы товарооборот Кыргызстана с Китайской Народной Республикой вырос почти в 3 раза. В 2023 году он составил 5 миллиардов 433 миллиона 700 тысяч долларов, что на 31,6% больше, чем в 2022 году. Импорт из Китая достиг 5 миллиардов 353 миллионов долларов. Рост составил 31,5%. Экспорт 80,5 миллионов долларов с ростом на 32,3%. В прошлом году за 11 месяцев объем товарооборота составил 5 миллиардов 187 миллионов 100 тысяч долларов. Из этой суммы на импорт приходится 5 миллиардов 85 миллионов 700 тысяч долларов. Доля Китая в товарообороте Кыргызстана в прошлом году составила 35,4%. Между нашими странами реализовываются десятки проектов в самых разных сферах. На сегодня Китайская Народная Республика является одним из крупных иностранных инвесторов, которая вкладывает немалые средства в нашу экономику. Китай является крупнейшим внешним инвестором Кыргызстана. По итогам 9 месяцев прошлого года Китай занял почти треть всего притока прямых иностранных инвестиций. Это 29,7%. Такой показатель подтверждает значительную роль Китайской Народной Республики в инвестиционной структуре страны. В прошлом году Китай вложил в экономику Кыргызстана 221,5 миллионов долларов. Кыргызстан и Китай реализовывают конкретные инвестиционные проекты. Нефтеперерабатывающий завод China Petrol Company Джунда, проект строительства мусороперерабатывающего завода в Бишкеке Сюньсинь Хуаньбао KG Invest. В рамках реализации инвестиционных проектов Нацагентство по инвестициям Кыргызстана сопровождает 13 инвестиционных проектов на общую сумму 5 миллиардов 249 миллионов долларов. Среди них проекты в сфере производства стройматериалов, логистики, энергетики и не только. Направлений, если мы скажем, сегодня в направлении энергетики очень много инвестиций, в направлении горной добывающей отрасли очень много инвестиций идет. И, конечно же, мы ставку делаем в направлении межбанковских работ, взаимодействия между банками. Вот в этом направлении сейчас наш бизнес и бизнес Китая просят, чтобы вот в этом направлении больше работы мы повели. Садыр Джапаров в рамках визита провел переговоры также с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Джао Лэци. Здесь также стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, укрепления межпарламентского сотрудничества, а также перспективы совместных инициатив в политической, экономической и гуманитарной сферах. Помимо официальных встреч, глава государства возложил венок к памятнику народных героев на площади Тяньаньмэнь в городе Пекин. Памятник народным героям является национальным монументом Китайской Народной Республики. Не менее важной составляющей стратегического партнерства является активное культурное и образовательное сотрудничество. Визит – это не только экономика и политика. В рамках госвизита главы нашего государства делегация из Кыргызстана посетила Пекинский университет языка и культуры. Это образовательное учреждение еще называют «маленькой организацией Объединенных Наций» из-за большого количества иностранных студентов. Пекинский университет языка и культуры известен своим вкладом в изучение языков и культур различных стран. Он готовит специалистов в области международных отношений и культурной дипломатии. В университете учатся и кыргызстанские студенты. Абай Абдуллаев второй год как получает образование здесь. Он будущий экономист. Я думаю, Китай – это на нынешний момент один из тех стран, у которого будущее очень быстро развивается. И тем более для нас здесь очень много возможностей. Это торговля, это образование. И, в принципе, уровень жизни в данной стране очень высокий. Можно так сказать, что для всех иностранных студентов в Китае есть хорошие условия. Это наше общежитие, это наша стипендия, это уровень образования. Я не могу выделять именно кыргызов, но могу сказать, что как всем иностранным студентам здесь очень хорошие отношения.
В ходе визита состоялась торжественная церемония открытия бюста выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Айтматов, чьи произведения переведены на множество языков и признаны во всем мире. Он является символом кыргызской литературы и культуры. Уважаемые дамы и господа, Чингиз Айтматов – литературный гигант Кыргызстана. Своим выдающимся талантом и уникальными мыслями он пополнял мировую сокровищницу литературы. Его произведения переведены на более чем 180 языков мира. Бюст делал скульптор Китая. Президент Садыр Джапаров выразил уверенность, что эта работа станет источником вдохновения для молодого поколения, побуждая его изучать идеи и творчество Айтматова. Уверен, что открытие памятника в Пекинском университете языка и культуры станет значимым вкладом в укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем и будет служить прочным символом дружбы наших народов. Уважаемые участники торжества, дорогие друзья, открытие памятника Чингизу Айтматову в стенах вашего университета – это не просто дань уважения великому писателю, но и яркий символ дальнейшего укрепления кыргызско-китайских отношений, основанных на многовековой дружбе и взаимопонимании между нашими народами. Программа визита также включала участие президента Садыра Джапарова в церемонии открытия 9-х зимних азиатских игр в Харбине. В церемонии также приняли участие президент Исламской республики Пакистан, султан Брунея, премьер-министр Таиланда, председатель Национального собрания Республики Корея и другие официальные лица. Таким образом, государственный визит главы нашего государства Китай прошел плодотворно. Это сотрудничество, построенное на принципах взаимного уважения, доверия и стремления к общему прогрессу, служит ярким примером того, как страны могут объединять усилия для достижения благополучия и процветания в интересах своих народов. Сегодня Кыргызстан и Китай уверенно смотрят в будущее, открывая новые горизонты для углубления партнерства. Ахмыр Нурдинова, Джахшылык Исаков, ЛТР. Итоги недели.